Земельная клептомания или же влечение к присвоению чужого имущества. Вероятнее всего, некоторые жители села Барсуки явно перебарщивают с понятием «земля – наш общий дом» и в самом прямом смысле самовольно захватывают приглянувшиеся участки земель сельхозназначения. Грубые нарушения были выявлены сотрудниками Россельхознадзора в ходе рейдового мероприятия. Репортаж Мадины Пугоевой. Черную разметку на одной из возвышенностей сельского поселения Тимирлан Вышегоров заметил сразу. Вместе с коллегой решили подъехать поближе и проверить. Вертикальные полосы из чернозема оказались очерченными границами участков земли, которые в скором будущем, вероятнее всего, будут использованы под индивидуальное жилищное строительство. В этом массиве произведена разбивка земельных участков. Предположительно, каждый из разбитых земельных участков площадью где-то 0,8-0,7 га. Разнятся цифры. На каждом вот этом разбитом участке высыпана песчано-гравийная смесь для проведения строительных работ, наверное. По свежести вот этих следов, эти работы проведены буквально дня 3-4 назад, не более. Кто и как перекопал землю на этой возвышенности, пока не ясно. Местные жители признаются, что рабочую технику и посторонних людей здесь не видели давно. Судя по всему, авторы земляной разбивки решили сделать это ночью. Да и по мнению некоторых сельчан, абсолютно законно. Есть постановление Назранского леспрома. Поднимите это постановление. Там есть восстановление хутора «Синий камень». 90-го года. А это ждете, что вы восстанавливаете? Нет, тогда не было. Разрешение на пользование землями сельскохозяйственного назначения никто и никому не давал, утверждают власти сельского поселения. Этот участок, хоть и относится к территории Барсуки, распоряжаться им без согласия районной администрации местные власти не имеют права. У нас нет никакой информации о том, что есть владельцы земельного участка, и мы никакие бумаги на этой земельном участке не выдавали. И с районной администрации мы не были в курсе о том, что они выдали земельный участок, потому что если выделяется гражданину или тому подобному лицу, то мы выдаем решение депутатов и ходатайство на земельный участок. Земли сельскохозяйственного назначения, согласно закону, не могут быть выданы кому-либо без изменения их категории. Сотрудники Россельхознадзора уже начали работу по выявлению нарушителей. По данному факту нашему управлению сейчас будет возбуждено дело об административном правонарушении и проведение административного расследования. В ходе данного проведения расследования мы будем устанавливать, кем проведены эти работы, кто допустил факт самовольного снятия и перемещения вот этого влажно-плодородного слоя почвы. Также нам будут направлены соответственно запросы в администрацию сельского поселения Барсуки. К расследованию дела о самовольном захвате земельных участков присоединятся и правоохранительные органы. Как только будут выяснены все обстоятельства, нарушителю придется понести наказание по всей строгости закона. Как именно решится земельный вопрос, предположить пока что сложно. Судя по всему, разбирательство по поводу самовольного захвата участков земли растянется на несколько недель. Ну а пока желающие стать владельцами сельхозугодий продолжают вбивать кол в почву, заявляя тем самым свои права на эту землю. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24.